35 лет независимости, время подвести итоги и продолжить искать ответы на сложные вопросы. Чего добилась Молдова, какие вызовы стоят перед ней сегодня и каким будет ее путь дальше. Друзья, это «Свободный взгляд» и я, Екатерина Жекова. Приветствую вас. На связи с нами сегодня политический аналитик Виталий Андреевский. Виталий Александрович, приветствую вас и спасибо за то, что нашли время подключиться к этому разговору. Я тоже приветствую вас и в вашем лице все население Гагаузии. Спасибо. 35-летие независимости Молдова будет отмечать, и очень хочется с вами сегодня, в общем-то, проговорить вот какие-то мысли касательно того, что означает настоящий суверенитет для Молдовы, и что дала независимость, и как вы оцениваете, в общем-то, этот путь в 35 лет? Ну, давайте начнем с того, хотя бы будет парад, военный парад, будет праздник, но мы не можем сказать, что мы очень довольны, как прожили эти 35 лет, потому что были проблемы, были ошибки, были просчеты, но все же мы выжили и мы живем. И суверенитет – это то, что дает нам право самим принимать решения. Это очень важно. Это не значит, что мы полностью можем игнорировать, что происходит в мире. Да, есть много проблем у нас, есть проблемы, связанные с экономикой, социальной сферой, образованием, здравоохранением, энергетикой, сельским хозяйством. Но мы кое-что начали решать. Мы очень трудно идем вперед. Это не прогулка, образно говоря, по Штефан-Челмаре в Кишиневе. Это прогулка по очень сложной дороги, извилистой дороги, с ухабами, но мы все же идем и идем вперед. Скажите, а насколько мы самостоятельно, мы как Молдова, самостоятельно принимаем энергетические, информационные, другие решения? И от кого мы зависим больше всего? Ваш ответ каким будет? На самом деле, вы знаете, очень много мифов, что Молдова не может принять никакое решение. Раньше говорили, что мы бегаем в Вашингтон, сейчас говорят, что только в Брюссель бегаем. Но на самом деле это большая ошибка. Да, иногда мы консультируемся кое с кем по разным вопросам, но стратегические вопросы мы решаем сами. Вот возьмем энергетику, вы назвали. На самом деле, вот из этих 35 лет, 30 лет мы практически не занимались энергетикой. Мы зависели от одного источника поставки газа, мы зависели от одного источника поставки электроэнергии. И когда случились проблемы, оказалось, что у нас нет возможности нормально получать газ, у нас нет возможности нормально получать электроэнергию. И мы начали заниматься энергетикой по-настоящему. Если еще энное количество лет назад, 10 лет назад, зеленая энергетика занимала 2-3, потом 5%, сейчас мы где-то вышли на 28%. Мы создали систему получения электроэнергии с разных источников. И сегодня при всех проблемах мы в какой-то мере независимы по электроэнергии и по газу. Да, эта независимость стоит дорого. Мы дорого за нее платим. Но мы платим за то, что мы многие годы не занимались этой проблемой. И вот если мы постепенно решим эти вопросы, если мы поднимем уровень зеленой энергетики от 28, хотя бы до 40%, если мы построим газовую электростанцию, о которой говорил один из Вадим Чебан, если не ошибаюсь, председатель Молдэнерго, не Молдэнерго, Молдовагаз. Да. Если мы решим вопрос улучшить эффективность работы тех теплоэлектростанций, которые есть у нас, и где-то обеспечим примерно 70-80% независимости энергетической, тогда мы будем более-менее спокойны. Сейчас мы находимся в переходном периоде, очень сложном периоде, но я абсолютно уверен, через 2-3 года
система будет создана, и мы решим эту проблему. Это касается и других проблем. То есть я сейчас не скажу, что все, мы уже вышли на прямую дорогу, и все у нас хорошо. Мы по-прежнему плутаем, мы по-прежнему совершаем ошибки. Но в принципе мы идем в правильном направлении. И вот это самое главное. Сильное государство, наверное, обозначается тем, что сильное гражданское общество и сильная власть. Скажите, пожалуйста, как, на ваш взгляд, насколько за эти 35 лет институты власти стали сильными? Я бы добавил еще одну, я бы создал триаду. Сильная власть, сильная оппозиция, сильное гражданское общество. Даже более того, я бы еще добавил и сильные средства массовой информации. Вот в этом 4 вот этих компонента, они очень важны, потому что от них очень многое зависит. Есть эта власть, но хорошо, чтобы оппозиция стучала в дверь и говорила: мы стоим, мы готовы вас сменить. Но не просто стучала ломом в дверь тупо: уходите, мы хотим править, а говорила: вот это вы сделали так, а мы предложим лучше. Вот это вы сделали плохо, а у нас будет хорошо. Что касается сильной власти. Сильная власть – это не то, что там, допустим, полиция сильная или СИП сильный. Сильная власть – это умная власть. Это власть, которая учитывает и слушает и оппозицию, слушает гражданское общество, слушает средства массовой информации. Но я повторяю, государство будет полноценно, когда все эти компоненты будут эффективными. Вот я говорю, сильная власть, но очень сильная должна быть оппозиция. Притом оппозиция со своими идеями, со своими предложениями, со своими проектами. Также сильное должно быть гражданское общество, активное гражданское общество, которое тоже выдвигает свои идеи, которое может и критиковать власть, и может предлагать что-то власти. Но и, безусловно, сильные независимые средства массовой информации, которые критикуют и власть, и оппозицию, и поругивают гражданское общество, когда оно молчит, ничего не делает. Вот эти компоненты есть, но они пока как бы работают не в полную силу. И это наша проблема, но это требует отдельного специального разговора. Да, это так на самом деле. Вот если говорить о успехе, одном каком-то большом успехе Молдовы за эти 35 лет, что бы вы выделили бы? Ну, вы знаете, тут все ждут, что я сейчас скажу, что вот-вот мы можем вступить в Европейский Союз, что мы уже там, двери открыты, мы стоим возле этих дверей. Это важный момент. Но я все же выдвинул, поставил бы на первое место другое. И главное, я считаю, что мы живем в условиях демократии, что я могу говорить то, что хочу. Вы можете задавать мне любые вопросы, и мы знаем, что это наше право. Да, эта демократия не полностью еще расцвела в нашей стране. Я не могу сказать, что я полностью уверен, что судебная система будет судить строго по законам. Я не полностью уверен, что полиция будет строго соблюдать закон и многое другое. Но все равно я как человек, который жил, преподавал в университете во времена Советского Союза, и я знаю, что такое не демократия. Вот это очень важно. К тому же я как историк много читаю, я знаю о тех процессах, которые происходят в разных странах. Вот сегодня мы наблюдаем, что происходит в России, когда один из политиков, Шлосберг, только покритиковал войну, и за это ему дали срок 11 лет колонии. Только за критику войны, за призыв к миру. И много других примеров можно привести из других стран. Но я бы был бы не очень, наверное, чистосердечен, если бы я сказал, что у нас все уже блестяще, в том числе и со свободой слова. Иногда мы тоже, я имею в виду власть, допускает, где-то могут закрыть кого-то, потому что покритиковали, власти не понравились. Есть и другие вещи, которые мы наблюдаем. Но в целом
все же у нас есть защита демократии. И вот это я поставил бы, вот права человека, демократия на первое место, как наши достижения. А потом все остальное, в том числе и для Гагаузии создание автономии. Это Ну вот, тоже достижение и очень весомое. ну вот подошли как раз к Гагаузии. Это очень хорошо, потому что так или иначе, безусловно, я с вами намеревалась говорить и о Гагаузии. А вот за эти 35 лет мы с вами были свидетелями того, как взаимоотношения между Камратом и Кишиневым были самыми разными. Были сложными, были очень сложными, были конструктивными даже иногда, были сотрудническими. Ну а сейчас сложно дать какую-то мне, во всяком случае, характеристику этим отношениям, но при всем при этом, ну, давайте попробуем ответить на вопрос. Во всяком случае, вы ответьте на него, пожалуйста. Ваш опыт позволяет вам дать такую оценку. А какими могут быть отношения между Камратом и Кишиневым для того, чтобы это приносило пользу всем гражданам страны, тем, которые проживают, безусловно, на территории автономии? Вы знаете, я, в принципе, достаточно хорошо знаю ситуацию в Гагаузии. Я был в этих процессах с 90-х годов. Ну, наверное, вот с тех времен, когда Табунщик был Башканом, потом его сменил Кройтер, потом времена Формузала и так далее. И я должен сказать, что не всегда было очень так гладко, что вот все тишь да гладь и Божья благодать. Были проблемы. Но в то же время я хочу привести такой пример из 90-х годов. Вот Башкан Кройтер был, и я в свое время беседовал, еще он не был Башканом, он был председателем Черлулского района, если я не ошибаюсь. И я беседовал с Лучинским на эту тему, как-то обратил внимание на этого парня, говорю, вот там есть. Он говорит, а я держу его под контролем, я его хочу пропустить через государственную власть в Кишиневе. И потом он начал работать в Минэкономике, потом в МИДе начал работать. То есть я хочу, чтобы прежде чего, я знаю, что у парня есть амбиции, говорил Лучинский, я хочу, чтобы он прошел государственную школу, чтобы он понял, что такое институты власти. И я бы хотел так готовить многих элиту Гагаузии, чтобы она поработала в Кишиневе, вернулась в Гагаузию, а потом снова вернулась в Кишинев уже на другие должности и вошли в систему власти. Но, в принципе, как бы, я повторяю, разные были отношения. Вы знаете, что тот же Кройтер потерпел от власти молдавской, от центра, когда Да, пришел 2002 Воронин, год. когда Воронин пришел к власти. Были проблемы у Формузала с центральной властью. Но в целом складывались рабочие отношения. Да, были проблемы, но когда возникали какие-то вопросы, в Гагаузии старались центр и Гагаузия найти общий язык и решать. А потом наступила ночь, которая связана с приходом Шора, которая ударила просто по вот этим отношениям, которая нарушила тот баланс. Да, он, может быть, достаточно хрупкий был. Мы помним, как на Воронина обиделись гагаузы, которые его поддержали на выборах в 2001 году. Если помните, подписывали там специальный какой-то документ, Да. который Воронин что-то обещал. Ну, не только гагаузам, там второй русский язык, вступление в союз России, Белоруссии. Но в целом, я повторяю, грань, какие-то красные линии не переходились. А потом в одностороннем порядке Шор нарушил вот эту всю систему. И мне очень жаль, что вот как бы Шора нет, вроде бы он там отрекся уже, что я не занимаюсь, но шаризм еще остался в Гагаузии, остались носители шаризма, остались соратники Шора, и это очень мешает отношению Кишинева и Камрата. Но я не хочу оправдывать только, осуждать Камрат и оправдывать Кишинев. Кишинев тоже очень часто поступает как слон в посудной лавке. То есть вместо того, чтобы вести диалог, уговаривать, договариваться и так далее, а мы центр, а мы сильнее, а мы накажем, а мы докажем и так далее. Но при всем при этом надо признать, что Кишинев как бы
не выходит за определенные рамки, он все же настроен на переговорный процесс, на договоренности. И мне кажется, что в Гагаузии появились очень много людей, которые понимают важность вот этого процесса. И мне очень хочется надеяться, что те выборы, которые пройдут, и Башкана, и в Народное собрание, придут люди, которые будут склонны к тому, чтобы договариваться, не уступая, эти люди не должны прийти там с поклоном: «О, Кишинев, что ты хочешь, скажи, и мы все сделаем». Они должны защищать свои интересы, интересы автономии, интересы населения, но при этом они должны выделить главное. Что такое автономия? Во-первых, это гагаузская идентичность, гагаузский язык, гагаузская культура. Это приоритет номер один должен быть. Потому что вот это важно сохранить. Не сохранится этого, зачем автономия? Зачем вообще называться гагаузами, если не будет ни языка, ни культуры? Исчезнут гагаузы. И, к сожалению, такие процессы, я не скажу, что они идут, но какие-то элементы заметны. Я, насколько знаю, что есть дети, которые не знают, родители, которые гагаузы, дети не знают или очень плохо знают язык, не проявляют интерес к изучению гагаузского языка. Это трагедия. Но второй компонент, кроме языка, культуры, идентичности, это, безусловно, надо очень серьезно заняться экономическими проблемами и социальными, образование, здравоохранение и так далее. Вот эти компоненты очень важны. А скажите, невозможно не говорить об евроинтеграционном пути Молдовы, потому как уже этот путь определен как стратегический путь для развития страны. Скажите, способна ли Молдова, институты власти, провести те самые крупные масштабные реформы, которые должны быть проведены в этой стране? И есть ли какие-то угрозы для евроинтеграционного пути Молдовы? Прежде чем ответить, я еще одно замечание по предыдущей теме. Не замечание, а размышление. И для меня Гагаузия и вот то, что сейчас есть автономия, это модель регионального развития Молдовы. Мы будем укрупнять районы, этот процесс пошел, на базе одного района будут там 2-3 присоединяться, и мы имеем уникальную модель Гагаузии, где 3 района вместе. И я думаю, центральная власть должна на это обратить очень серьезное внимание, и Гагаузия должна быть одним из пилотных проектов такого социально-экономического развития. Теперь по поводу евроинтеграции. Знаете, что меня самое больше пугает в евроинтеграции? Это множество лозунгов. То есть уже заколебало. Вот мы вступаем, мы идем, мы там уже чуть ли не там-то, там-то, там-то. Евроинтеграция – это когда все дороги в Гагаузии будут как дорога при въезде в Камрад. Вот это победа евроинтеграции. Евроинтеграция – это когда Гагаузия, мы сейчас будем о Гагаузии, более понятный пример. Вода. И более приятный пример. Гагаузия полностью будет обеспечена качественной питьевой водой, без всякой проблемы. Евроинтеграция – это когда будет развиваться сельское хозяйство, и не просто развиваться, но иметь хороший сбыт в Европейском Союзе, во всем мире. Евроинтеграция – это качественное образование. Евроинтеграция – это качественное здравоохранение. Вот это самое главное. И когда власть говорит о евроинтеграции, она должна прилагать все усилия, чтобы Молдова не просто вступила туда, нищий, убогой, несчастный, который будет просить «дайте, дайте, дайте», а вступила, если не равной, то хотя бы подняв стандарты на уровень очень близкий к европейским стандартам и дальше стала развивать. Это очень важный момент. Есть ли угрозы евроинтеграции? Да, есть. Потому что есть противники евроинтеграции. Они не искренние. На самом деле, поскобли очень хорошо этого противника и обнаружили, что он на самом деле не против Европы. Он был в Европе, он смотрел, ему там очень многое понравилось.
но в силу определенных политических причин он придумывает страшилки о Европейском Союзе, куда мы идем, так страшно, там скоро все упадет, они скоро вообще развалятся и так далее и тому подобное. Ну, какая-то часть людей, к сожалению, на это реагирует. И еще один момент, тоже связанный с Гагаузией, Европейским Союзом, интеграцией. На самом деле вступление в Европейский Союз для Гагаузии это будет очень крупная удача, потому что в Европейском Союзе очень сильно поддерживают, в том числе финансово, автономии, национальные общины, а тут национальная община объединена в автономию. И вы сейчас видите, что достаточно много Европейский Союз помогал Гагаузии, но после вступления эта помощь кратно возрастет. И это такой шанс для прорыва Гагаузии вперед. И очень плохо, что многие в Гагаузии этого не понимают и скептически или наоборот враждебно относятся к процессу евроинтеграции. Кто в Молдове, но гагаузы от этого выиграют больше всего. Еще один вопрос, который хочется, конечно, вам задать. Скажите, нейтралитет, закрепленный в Конституции Республики Молдова, это скорее возможность обеспечить безопасность страны или это ограничение? Как вы это рассматриваете? И что вообще дает нейтралитет независимости Республики Молдова? Нейтралитет – это пока бумажка, которая, вернее, текст в Конституции, не бумажка, скажем так. На самом деле у нас нет подлинного нейтралитета, потому что армия, я повторяю, армия, а не миротворцы, стоит в Приднестровье, а вот в этой статье о нейтралитете как раз нахождение иностранной армии абсолютно исключается в нейтральной стране. И надо понимать, вот я сторонник нейтралитета в одном случае, стопроцентный сторонник. Если Украина вступит в НАТО, Румыния в НАТО, две страны НАТО нас окружают, удовольствие быть нейтральной страной, потому что мы знаем, никто на нас не нападет, ну, если мы дружны с этими двумя странами, а мы дружны. В такой ситуации находится Австрия. Она окружена другими странами, она не граничит с потенциальным агрессором, она нейтральная, и в такой ситуации Швейцария. А вот те страны, которые были длительное время нейтральными, Швеция и Финляндия, они немножко обеспокоились и вступили в НАТО, потому что была угроза от одной страны. Поэтому я вам скажу так, что у меня двойственное отношение. С одной стороны, да, хорошо, когда нейтралитет, а с другой стороны, вот в этой ситуации, когда в мире очень неспокойно, значит, нейтралитет должен быть с зубами. Я хочу вам сказать, что в Швейцарии очень много идет на оборону, на армию. В Австрии очень много идет на оборону, на армию. В Туркмении, которые раньше ставили пример, сейчас почему-то стали забывать, которая добилась одной резолюции ООН, которые признали их нейтралитет, у них на вооружение, на армию идет больше намного, чем в Молдове, и армия намного сильнее с авиацией, с танками и прочим, чем молдавская армия. Мы собираемся к 30 году тратить на оборону 1% от ВВП. Это гораздо меньше, чем тратят все нейтральные страны сейчас, о которых я назвал. Быть нейтральными – это очень дорогостоящая вещь, потому что мы сами должны заботиться о своей обороне, безопасности и так далее. Поэтому я повторяю, на этот вопрос односложно ответить, как замечательно, что мы нейтральные, трудно. И я приведу последний пример. А скажите, нейтралитет закрыл наше небо, когда беспилотники российские стали залетать в нашу территорию? Нет, конечно. Он заслонил нас от этих беспилотников? К сожалению, нет. Поэтому и радары нужны, и различные средства ПВО нужны, чтобы сбивать
различные цели. Да, они могут даже иногда террористы просто запустить. Мы должны быть и к этому готовы. Поэтому я повторяю, красиво можно говорить о нейтралитете, бить себя в грудь, но надо понимать, что это очень сложная вещь, очень сложная проблема, и пока однозначного ответа, плюсы, минусы, очень сложно определить. Спасибо вам, господин Андреевский, за время, за мысли. Ну и мы еще будем к вам обращаться за комментариями, потому что события, которые происходят в нашей стране, конечно, ваши комментарии всегда интересны. Друзья, это был «Свободный взгляд». С нами сегодня был Виталий Андреевский. Ну, вот так развиваются события. 35-летие Молдовы, независимости Молдовы будет отмечать страна. И, наверное, впору говорить о тех вопросах, которые волнуют граждан. Что мы и делаем. Оставайтесь с нами. До встречи.